Итоги прошлого образовательного года подвели на коллегии ведомства. Цели и задачи на будущий год и преемственность образования – основные темы обсуждения. Мероприятие прошло в Чувашском кадетском корпусе имени Кочетова. Кадеты поприветствовали Олега Николаева и предложили ему стать почетным членом кадетского братства. Олегу Николаеву продемонстрировали экспозицию, которую кадеты сделали своими руками к памятной дате освобождения Ленинграда, а также портреты выпускников кадетской школы и кадетского корпуса, которые принимали или принимают участие в специальной военной операции. О воспитании и высоких патриотических качествах, которые прививают в этом учебном заведении, говорил Олег Николаев уже перед педагогическим сообществом республики. По мере преобразования материально-технической базы, модернизации материально-технической базы, его наполнения новыми возможностями, мы, конечно же, с вами очень много работаем и над содержанием. Благодаря, прежде всего, решениям президента, мы сейчас с вами больший упор делаем на процесс воспитания детей. Естественно, не в ущерб образовательному процессу. В прошлом году построили 2 школы. Сейчас строится школа в Чебоксарах. Еще 3 возводятся в рамках концессии. За несколько лет 105 школ прошли модернизации. Еще 49 ждут обновления в ближайшее время. Учебные заведения оснащаются новым оборудованием и новыми учебниками. Прошлый год в Чувашии был годом счастливого детства и годом педагога и наставника в России. Заработали различные проекты, фестиваль школьных театров, акция «Проведем выходные вместе» и другие. В рамках проекта «Современная школа» образовательная организация республики оснащается современным высокотехнологичным оборудованием. На сегодняшний день в сельских школах и малых городах действует 217 центров образования «Точки роста». Ежедневно в них обучается более 50 тысяч детей. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в прошлом году создано 766 новых мест для дополнительного образования детей. Это кружки робототехники, авиамоделирования, туристические клубы, физкультурно-спортивные секции. В школах создаются условия для занятий физической культурой и спортом. В прошлом году Чувашия вошла в число 10 пилотных, где строятся быстро возводимые корпуса в детских оздоровительных лагерях, а также подключилась к интеграции школ новых регионов в современную российскую образовательную систему. Проводили совместные сессии, отправляли учебники и книги, принимали у себя детей из Донбасса. Идет работа по привлечению молодых специалистов в школы. В сельской местности и в малых городах введены дополнительные финансовые меры стимулирования в первые 3 года работы. Это способствует укреплению ценностей и повышению престижа профессии. Работают в республике над созданием системы синхронности образования. Профессиональные знания дети начинают получать в детских садах, продолжают в школах, а затем в колледжах и вузах республики. Этому способствует и создание агроклассов в школах и детских садах, а также проект «Профессионалитет». Сейчас в Чувашии работают 5 направлений, еще 2 в ближайшее время запустят. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Национальное телевидение Чувашии.